Сегодня в нашей программе обсудим, как идет вакцинация против коронавирусной инфекции в республике. Мы призываем вас звонить нам и писать, потому что мы работаем не только посредством ТВ-сигнала, еще в нашей группе ВКонтакте ведется прямая трансляция. Все вопросы и комментарии по этой, безусловно, актуальной теме будут передаваться мне, и я в реальном времени буду их озвучивать. Итак, по данным регионального Минздрава, с начала прививочной кампании в Коми поступило почти 27 тысяч доз спутника ВИ. А желающие сделать вакцину по-прежнему могут подать заявку. Подробнее Северин Арпа. Решение вакцинироваться многие принимают не сразу. Сначала скепсис и некоторая боязнь перед прививкой. Затем общение с теми, кто уже ее сделал. А потом и сама процедура. Ухтинка Любовь Шнырикова пришла делать прививку от COVID-19 со всей семьей. Не сомневалась даже бабушка, которой 81. Пришли всей семьей, и муж, и бабушка, и никто не боялся. Дают рекомендацию, памятку, и там все написано. Там может ломота быть, может температура, у кого как проходит, может вообще ничего не быть, никаких симптомов. В Сыктывкарской поликлинике номер 3 желающих сделать нужную прививку тоже становится все больше. Вакцинация идет очень активно, то есть население активно обращается, записывается на вакцинацию. На сегодня привито уже первой вакцины 1800 человек. На вторую вакцинацию подошло уже больше 300, 330 человек. То есть вакцинация идет полным ходом. Процедура проходит в 3 этапа. Консультация у терапевта с выявлением возможных противопоказаний, затем первая прививка и через 21 день вторая. После этого антиковидный щит заработает в полную силу. Реакция на вакцину, по словам врача, такая же, как и на другие прививки. Может быть небольшая температура, общая слабость и недомогание. Но в целом отзывы положительные. Записаться на вакцинацию можно разными способами. Для этого можно обратиться либо в регистратуру, либо оставить заявку на сайте поликлиники, либо по общему федеральному номеру, либо через сайт госуслуг. Потом в течение какого-то времени перезванивает сотрудник поликлиники, записывает на удобное время. На сегодняшний день в Коми привито 5314 человек. 743 из них завершили вакцинацию. Поступление новых доз спутника в республику будет продолжаться. Кстати, по оценке специалистов, эта вакцина в мировых лидерах по своей эффективности. В нашей студии сегодня главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Коми Нина Овчинникова и заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности Сыктывкарской городской поликлиники номер 3. Здравствуйте, Нина Александровна, Марина Васильевна. Мы вкратце от моего коллеги сейчас получили определенное количество информации. Мы узнали о темпах, о количестве людей, которые прививаются, о количестве людей, для которых эта процедура уже завершена. Вот эти темпы, которые идут в плане вакцинации от ковида по республике, они для России стандартные, ускоренные, не совсем. Как этот темп можно охарактеризовать? Вакцинация была начата в республике в первых числах декабря. Вначале задача была поставлена вакцинировать контингентов риска. Это в первую очередь медицинские работники, которые работают в красной зоне. И она была направлена только для них. И, соответственно, и пункты вакцинации были развернуты только в тех муниципальных образованиях, там, где были ковидные центры. На сегодня вы знаете, что Владимир Владимирович Путин обратился с тем, что начата уже массовая вакцинация. Соответственно, увеличено количество прививочных пунктов в республике. И это количество на сегодняшний день уже составляет 20 прививочных пунктов. И оно развернуто во всех муниципальных образованиях Республики Коми. И, соответственно, темпы вакцинации они значительно увеличены. Вакцина поступила в количестве 18 900 доз буквально в эти выходные. И она уже на сегодня поставляется во все муниципальные образования. И, соответственно, появляется возможность
охватить вакцинацию большее количество людей. Но, конечно же, в первую очередь вакцинация будет обеспечена для контингентов риска, тех, которых мы обязаны вакцинировать значит, в ранние сроки. Помимо врачей в красных зонах работающих? Да, конечно. Это, конечно же, это лица старше 60 лет. Это та категория, которая наиболее тяжело болеют коронавирусной инфекцией. И, к сожалению, среди данной категории наиболее высокий уровень смертности. Поэтому мы обязаны защитить в первую очередь лиц старше 60 лет, лиц, которые страдают хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом. Кроме этого, мы обязаны вакцинировать и тех, которые обеспечивают нам постоянно вот нашу жизнедеятельность. Эти организации, то есть это энергетики, это транспорт, коммунальная служба, образование, социальная служба, лиц, которые находятся на сегодня в социальных учреждениях, потому что тоже жизнь показала, что занос инфекции в данное учреждение, она, в общем-то, приводит к быстрому распространению, и в данных социальных учреждениях, опять же, находятся лица пожилого возраста. Вот эти категории у нас будут обеспечиваться вакцинацию в первую очередь, и им большое внимание уделяется. Это вот до лета уже где-то они должны быть привиты? Но вообще задача поставлена до конца марта охватить вакцинацией более 60 тысяч взрослых. Хорошо. Прежде чем мы перейдем к детальному обсуждению вакцинации против коронавируса, предлагаю посмотреть небольшой опрос наших граждан, в котором обозначены ключевые «за» и «против» вот в этом вопросе. Покажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы будете делать прививку от коронавируса? Нет. Почему? Не знаю, пока нет доверия к вакцине. Обязательно. Почему? Потому что все великие эпидемии спаслись только за счет прививок. Я уже переболел. А делать не будете? А ее не рекомендуют? Скорее всего, да. Потому что вирусные инфекции другими способами контролировать невозможно. Против вирусов нет антибиотиков и нет в большинстве случаев специфической терапии. Соответственно, только предотвращать, только профилактика. Не знаю. А я переболел уже, мне не надо. Я болел. То есть думаете, не надо? Это все ерунда одна. Почему? Это тестируют этот коронавирус на люди, да и все. Не может быть, чтобы так быстро сделать прививку. Это надо время, там не 1 год. Будете ли вы делать прививку от коронавируса? Буду. Почему? Я медик, я знаю, что это такое. Да, я планирую. Почему? Что за вопрос? Есть такая, наверное, необходима. Я всегда прививалась и прививаюсь. Не боитесь, вакцина новая? Приняла такое решение. Я хотела сделать, но мне отказали на грудном вскармливании ребеночек. А так обязательно все члены семьи сделали. Конечно. Почему? Как же, чтобы не болеть. А я сегодня сделал прививку. Да вы что, и что вам медики порекомендовали? Какие? Дали инструкцию, порекомендовали первые 3 дня алкоголь не употреблять, не мочить ранку, и здоровый образ жизни вести. Я жду, когда последняя партия товарищ Путин когда сделает, я тогда тоже сделаю. Мне 80 лет, мне во всяком случае все равно еще не сделаю. Обязательно, я все прививки делаю. То есть не боитесь никаких последствий? Да что вы, я же нормальный человек. Очень много аспектов в этом вопросе обозначили наши зрители. Мы с нашими гостями в студии каждый из этих аспектов постараемся успеть разобрать. Но у нас есть уже телефонный звонок зрителя. Здравствуйте. Да, теперь его уже нет, но надеемся, что вопрос этот будет озвучен, человек перезвонит. У нас идет трансляция в группе ВКонтакте, не забывайте об этом, пожалуйста. Вы нам пишете довольно-таки активно. Был вопрос, даже скорее предложение, как мне показалось, почему медики онлайн не транслируются, как они сами себе делают прививки?
Очень хорошее предложение, может, воспользуемся, но на самом деле, когда начинали вакцинировать, довольно-таки много было информации, как проводили вакцинацию медицинских работников, работающих в Коми республиканской клинической больнице, и они очень активно начали вакцинацию, и они сейчас закончили уже вакцинацию в полном объеме. И, кроме того, группа активистов Коми республиканской больницы, они не просто вакцинировали, они еще и провели тестирование на наличие, сформировался ли иммунитет, и они и в своих группах, контактах демонстрируют, что у них действительно сформировался иммунитет после вакцинации. Мне подсказывает режиссер, что у нас вопрос был примерно следующего свойства. Звонивший зритель говорил, что прививку от коронавируса делают только в одной поликлинике. Правда ли это? Нет. У нас вакцинация в городе Сыктывкаре проводится в 3-й поликлинике, Сыктывкарской городской поликлинике, а также в Вешенской городской поликлинике. На этой неделе будет разворачиваться вакцинация в Затоне на базе Сыктывкарской городской больницы. Марьяна Васильевна, хотелось бы от вас уже услышать какую-либо информацию. Была озвучена она, что в поликлинике номер 3 как раз проходит вакцинация. Сам процесс как организован? Гражданин, который предварительно записывается на определенную дату и время, подходит в поликлинику, оформляет информированное добровольное согласие и анкету и проходит на осмотр к врачу. После осмотра терапевтом он допускается или не допускается к вакцинации по тем или иным причинам. Если пациент допущен к вакцинации, он вакцинируется в прививочном кабинете. После этого пациент еще посидит в течение получаса в поликлинике, чтобы не было никаких нежелательных реакций. Ну и на этом вакцинация заканчивается, первый этап. Второй этап исключительно в том же порядке все происходит. То есть все, в принципе, в один день происходит? Это все. Первый этап в один день, не то что в один день, это занимает с учетом осмотра врача самой процедуры вакцинации, 45, максимум час. Хорошо. Вот насчет посидеть полчаса. Зафиксированы ли факты побочных действий, каких-то таких агрессивных побочных действий? Нет, за весь период вакцинации каких-либо реакций, которые бы развились в первые 30 минут, а это реакции немедленного типа острых аллергических реакций, у нас не зафиксировано. То есть никаких отеков? Нет, у нас никаких таких тяжелых реакций не было. Хорошо. Противопоказания. Есть ли они? Да, конечно. К противопоказаниям к вакцинации относится, во-первых, возраст младше 18 лет. Мы прививаем только лиц старше 18 лет. Далее, это беременность и кормление грудью, это все острые состояния, а также обострение хронических заболеваний до периода ремиссии, а также тяжелые аллергические реакции на предыдущую вакцинацию. Кроме того, в настоящее время, пока мы не прививаем лиц, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, для того, чтобы мы получили рекомендации отложить вакцинацию этой категории лиц до осени. То есть, если вы переболели ковидом, вам пока прививку не ставят? Да, именно так. Хорошо, вот это уже интересно, и мы продолжим эту очень важную, абсолютно все, наверное, с этим согласятся, беседу после очень непродолжительного промежутка времени. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем детали актуальные. Сегодня мы вновь говорим о коронавирусе, в частности, о прививке против коронавируса. Мы вещаем не только посредством ТВ-сигнала. В нашей группе ВКонтакте идет прямой стрим. Вопросы вы туда пишете активно, и мы на них заранее даже отвечаем, потому что вот от Надежды пришел вопрос, через какое время можно сделать прививку, если человек переболел ковидом. Пока мы услышали совсем недавно, что прививку делать не рекомендуется, ее вам не будут делать. И второй вопрос, нужно ли делать тест на ковид перед прививкой? Обязателен ли он, скажем так? Нет, тест на ковид делается в том случае методом ПЦР, если человек был в контакте с инфекционными больными,
только в этом случае в последние 14 дней, или имеет симптомы заболевания, характерные для коронавирусной инфекции, а тесты методом определения иммуноглобулинов М и G делается в том случае, если человек чем-то болел и сомневается, была ли это коронавирусная инфекция или нет, не было таковой, чтобы определить, есть ли показания и возможность вакцинации в данный момент. То есть, если тесты положительные или методом определения ПЦР, или положительные тесты пришли на иммуноглобулины, в этом случае вакцинация не проводится. Но, тем не менее, многое зависит от уровня сознательности гражданина. То есть, о верности его ответов относительно контакта. Так ведь? Потому что мы не можем проверить в течение 2 недель, общался ли он или нет. Я предлагаю прямо сейчас поговорить с человеком, который привился против ковида, по-моему, такая правильная формулировка. С нами на связи моя коллега, редактор «Комсомольской правды» в Коми Екатерина Чернуха. Екатерина, здравствуйте. Добрый вечер. Когда вы сделали прививку? Прививку от ковида я сделала 27 января. Ну, почти 2 недели назад. Ощущения опишите. Ну, я, наверное, попала в те самые, не помню сколько процентов, те, которые прививку, в принципе, переносят не очень хорошо, поскольку все симптомы, побочки, скажем так, я на себе испытала. То есть и температура высокая была, и заложенность носоглотки, и ломота страшная, головная боль, чугунная голова. То есть все это у меня было, и, в принципе, как бы, наверное, буквально вот 2 дня, как до конца все эти симптомы отпустила. Вот. Самое неприятное, конечно, что до сих пор у меня осталось, и вот где-то с прошлой среды, почти уже тоже неделю, это до сих пор у меня отсутствует напрочь, от слова совсем, обоняние и ощущение вкуса. Вот за это вот на самом деле очень обидно. То есть эффект, в принципе, как от самой болезни, да? Просто на протяжении 12 дней. Решение сделать прививку было исключительно вашим или это какое-то коллегиальное, семейное? Мы, на самом деле, с мужем к прививке относились не очень положительно, скажем так, как, собственно, и к любым каким-то вторжениям в организм. Но нашей редакции мы искали героев для публикации. Очень было важно рассказать нашим читателям правду, как это все происходит. Вот. Поэтому, так как героя оперативно у нас не получилось найти, героем решила стать я сама. Ну, конечно же, проконсультировались со знакомыми врачами, причем не с одним, тоже посовещались, посоветовались. И, в принципе, врачи у нас рекомендуют прививку делать, поскольку это в любом случае лучше, чем перенести болезнь в больнице с трубочками и со всякими непонятными последствиями. Поэтому решили всей семьей привиться. То есть и ребенок тоже привит? Нет, ребенок у меня еще маленький, скажем так, ей 14, поэтому Ксения ей пока не до прививки, спокойно ходит в школу и учится. Хорошо, Екатерина, спасибо большое. Здоровья вам и вашей семье. Мы продолжаем нашу работу, и вы активно пишете нам ВКонтакте, потому что там идет прямой стрим. Если человек заболел COVID-19, его отпустили домой лечиться. Лечение обходится бесплатно. И как это вообще происходит? Лечение больных коронавирусной инфекцией в настоящее время в амбулаторных условиях оно проводится бесплатно, но только в том случае, если это заболевание подтверждено лабораторно. И поставлен диагноз, что у данного пациента коронавирусная инфекция. Соответственно, лекарственные препараты им доставляются на дом медицинскими работниками. И данные пациенты, они находятся на ежедневном мониторировании. Или это может быть или посещение, или допускается мониторировать их состояние, в общем-то, другими разными способами. То есть это может быть связь по телефону, но колл-центр обычно этим, обзванивают и, соответственно, выясняют, как состояние. Если состояние ухудшается, то пациент госпитализируется. Если протекает в легкой или средне-тяжелой форме, то, соответственно, лечение допускается и проходить на дому. Естественно, под наблюдением врача
и, конечно, под контролем лабораторной диагностики. Значит, выписка осуществляется после отрицательных результатов. Ну, в общем, как бы это все на сегодня уже соответствует алгоритмам. Вот то, что, значит, если ранее выписывались препараты лекарственные, то сейчас они, значит, лечатся лекарственными препаратами бесплатно и за счет медицинского учреждения. В среднем продолжительность этого курса лечения около 2 недель? Все зависит от того, как протекает заболевание. Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас, мы слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да, мы вас слышим, говорите. Я что-то вас не очень слышу сильно. Ничего? Мы вас слышим. Ага. Так, я, в общем, хотела обратиться насчет прививки, задать вопрос. Я инвалид 2-й группы, из дома не выхожу уже 3 года, я маломобильный. Так, и мне позвонила в поликлинику, хотела прививку сделать. 74 года мне. Мне ответили, что на дому не делаем. А как мне быть? Или врача вызвать, или как? Угу. Спасибо, очень важный вопрос. Спасибо за вопрос. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем обеспечить пока вакцинацию тех лиц, которые не могут прийти в медицинскую организацию. И связано это, во-первых, с условиями хранения и транспортирования вакцины, то что вакцина у нас транспортироваться должна при температуре не выше минус 18 градусов. И, во-вторых, это многодозовый флакон, который содержит 5 доз, то есть при выходе на дом, на пациенту конкретно, мы должны еще найти 4 граждан, которые будут вакцинированы этой же вакциной. Кроме того, стандартная операционная процедура не предусматривает вакцинацию от коронавирусной инфекции на дому. Поэтому пока этот вопрос на сегодняшний день открытый, но, возможно, когда у нас поступят другие вакцины с другими условиями хранения, к этому вопросу мы вернемся. Угу. Да, пока придется, видимо, подождать. Возвращаемся к группам риска. Как вакцина может повлиять на здоровье людей 60-65+? Ну как, значит, только положительно. Потому что любая вакцинация, она обеспечивает нам или отсутствие заболевания или отсутствие осложнений от этого заболевания. Потому что вакцина, которая на сегодня применяется для иммунизации против новой коронавирусной инфекции, они не обеспечивают 100%, что не будет инфицирования. Инфицирование, конечно, может быть, но заболевание может протекать более в легкой форме или бессимптомной, как большая часть населения на сегодня у нас болеют. Ну и не будет тех тяжелых последствий от самого заболевания, осложнений, которые возникают. Но данное заболевание еще, значит, оно страшно тем, что обостряются хронические заболевания, которые имеются у заболевшего. И, к сожалению, могут развиваться аутоиммунные заболевания, которые значительно ухудшают состояние жизни у данной, в общем, не только данной категории лиц старше 60, но и в целом. А у лиц качество жизни очень сильно страдает. Поэтому я вообще-то, конечно, считаю, что это очень хорошо, что появилась вакцина, и мы можем себя защитить от такого тяжелого заболевания. Оно на самом деле очень тяжелое. То есть ограничения по прививке, по вакцинации есть только в младшем возрасте? Да, пока нет вакцинации, не проводится вакцинация детей, потому что... До 18 лет? Да, до 18 лет, потому что просто пока еще, в общем-то, не прошли исследования на данной категории. Но на сегодня Институт Гамалеи уже объявил, что такие исследования начаты, и поэтому мы ожидаем, что мы будем вакцинировать, и в том числе детей младше 18 лет. Почему? Потому что коронавирусная инфекция, которая развивается, ну, дети в основном, конечно, болеют легко, но, к сожалению, есть и такие случаи, что очень тяжело дети болеют, и, к сожалению, у них осложнения еще тяжелее, чем у взрослых. Ну, потому что, в частности, иммунитет не у всех сформирован, да, в принципе. Да, да. Есть телефонный звонок у нас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Печора беспокоит вас по поводу вакцинации. Мы единственный город, которого нет в списке. И нигде нет информации ни в поликлинике, ни в горячих линиях, когда она у нас начнется. То есть вообще в городе нет абсолютно никакой информации? Вакцина до конца недели, этой недели поступит в Печору, и там начнется вакцинация. В конце этой недели, уважаемые печорцы, все будет и у вас нормально. А на каком этапе организм вырабатывает иммунитет? То есть когда мы начинаем чувствовать, не чувствовать, а понимаем эффект? Ну и в соответствии с инструкцией, и в соответствии с методическими рекомендациями. Значит, ну, во-первых, спутник Ви или Гамковид-2, по-другому название, да, вакцинация проводится в 2 этапа. Второй компонент вводится через 21 день после введения первого, и, соответственно, иммунитет будет уже вырабатываться в достаточном, в достаточный уровень антител вырабатывается после введения второго компонента. Любая вакцина, значит, введение любой вакцины обеспечивает выработку защитного титра антител через 2 недели. Поэтому, значит, иммунитет рекомендует провести исследование на то, что выработались ли антитела на введение данной вакцины через 42 дня после введения первого компонента. И насколько, на какой промежуток времени работает вакцина? Ну, вы, наверное, все знаете, что вакцина была допущена к использованию по показателям безопасности, значит, после того, как провели тестирование по безопасности и определили, что вакцина безопасна, но, к сожалению, на сегодня определенно сказать, что в течение какого времени она будет обеспечивать иммунитет, мы пока не можем сказать, потому что все еще, в общем-то, в этапе исследования, и любая, в принципе-то, вакцина, она требует проведения серологического мониторинга, который проводится ежегодно, в том числе у нас в республике, не против только коронавирусной инфекции. Мы проводим серологический мониторинг в отношении состояния иммунитета поствакцинального и на введение вакцины против кори, паротита, и дифтерии, столбняка. И, соответственно, таким образом мы определяем и уровень защищенности населения, и, кроме того, определяется, а на каком этапе или против какой, значит, инфекции идет спад, значит, поствакцинального иммунитета, и поэтому постоянно вводятся какие-то корректировки, в том числе корректировки на национальный календарь прививок. Если, значит, приведем пример в отношении кори, да, вакцинация была только в год и в 6 лет, то сейчас мы вакцинируем и в более взрослом возрасте. То есть вводятся другие этапы ревакцинации. Поэтому, значит, ну, уже к концу года будут сделаны определенные выводы, тем более, что вакцины 3, и у них по-разному формируется иммунитет. Он у всех серологический, конечно, антитела вырабатываются, но так как компоненты разные, соответственно, будет и разный, как бы, срок, на какой период будет обеспечивать вот тот защитный титр антител нам иммунитет. Хорошо, я понял. У нас очень мало времени остается. Вопрос от наших зрителей в группе ВКонтакте. Можно ли привиться несколько раз, если будет в этом необходимость, имеется в виду, уровень антител упал, и человек пошел прививаться еще раз? Значит, после, ну, вот я думаю, что уже к концу года будут даны рекомендации, и, соответственно, мы будем уже знать, какой вакцины и как часто мы будем ревакцинироваться. Хорошо. Нина Александровна, Марина Васильевна, спасибо большое за содержательную беседу. Я думаю, что наши зрители, те, по крайней мере, которые еще сомневались в необходимости вакцинации против коронавируса, надеюсь, что все эти сомнения мы, ну, если не до конца разрушили, то пошатали как следует. Будьте, пожалуйста, здоровы, мойте руки, носите маску и оставайтесь на Юргене. Всего доброго.